О самых заметных событиях пятницы 22 июля вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте, вы смотрите «Итоги дня». И вот основные темы выпуска. Аэромобильная группировка МЧС России завершила работу в Кобяйском и Верхоянском районах Якутии. В регионе разрабатывают новые подходы для реализации стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года. В Якутском региональном отделении Российского Красного Креста проходит обучение по реагированию на чрезвычайные ситуации. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом дано поручение об усилении вакцинации и ревакцинации населения, а также будут усилены меры предосторожности в объектах социального обслуживания. Алданские детские сады готовятся к новому учебному году. Как решились организационные и кадровые вопросы? С начала пожароопасного сезона этого года на территории Нерюнгринского лесничего хозяйства всего было зарегистрировано 92 единицы так называемых термических аномалий. Дистанционный мониторинг осуществляется специальной информационной системой. По итогам патрулирования из всех зафиксированных случаев 18 термических аномалий не были подтверждены. За весь период зарегистрировано 18 возгораний. В тушении было задействовано 370 человек на общей площади более 5500 гектаров. Также по 56 термоточкам были приняты решения о приостановлении работ по тушению лесных пожаров. По состоянию на 22 июля 2022 года действующих лесных пожаров на охраняемой территории ГКУ Нерюнгринского лесничества нету. Выражаем огромную благодарность всем предприятиям и организациям Нерюнгринского района за оказание содействия в оперативном выделении сил и средств для борьбы с лесными пожарами. В восточных районах республики сохраняется задымленность, но к воскресенью она должна пройти. Погоду на территории республики в эти дни определяет циклон. В западных районах, в Мирнинском и в Вилюйской группе прошли и еще ожидаются дожди. Сейчас циклон проходит через центр республики. В Бердигистяхе, в Покровске и в Якутске выпали осадки. Далее циклон уходит на Кобяйский и Верхоянский районы. Там ожидаются и дожди, и грозы. На предстоящие выходные в центральных районах преимущественно без осадков и будет воздух прогреваться. Если сегодня по прогнозу 26-28, скорее всего завтра 27-29 и уже на воскресенье 30 и может быть даже немножко выше. Чрезвычайно высокий класс пожароопасности сохраняется в Тампонском районе, а 4-й класс пожароопасности север Нюрбинского, восток Алданского и Аймеконский район. Аэромобильная группировка МЧС России завершила работу в Кобяйском и Верхоянском районах Якутии. Спасатели прибыли на место постоянной дислокации в город Якутск. С первых дней они помогали местному населению справиться с последствиями дождевого паводка. Все это время спасатели помогали возводить водозащитные дамбы, расчищали каналы для отвода воды от жилых домов, оказывали всю необходимую помощь населению. Сотрудники МЧС на автомобилях повышенной проходимости и маломерных судах доставляли людям хлеб, питьевую воду и предметы первой необходимости. Всего в пострадавшие районы было доставлено почти 19 тонн продовольствия и товаров первой необходимости. Из подтопленных населенных пунктов было эвакуировано более 800 человек, часть из которых были размещены в пунктах временного размещения. Ну а в Ленске по инициативе главы города Александра Хорунова продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Верхоянского района, пострадавших от дождевого паводка. Ленчане откликнулись на призыв о помощи и несут в пункты сбора кто что может. В пункт сбора ленчане несут средства гигиены, памперсы, одеяла, вещи и, конечно, продукты питания. Список необходимых вещей велик. Жители пострадавшего района нуждаются буквально во всем. В момент нашей съемки девушка привезла полный автомобильный багажник вещей на детей и взрослых, летние и зимние. Сама она от комментариев отказалась, постеснялась, но за кадром призналась, что сложно пройти мимо беды других людей. Дмитрий Гузов – руководитель волонтерского движения. Это его тема – помогать попавшим в сложную жизненную ситуацию. Я сейчас принес одноразовые пеленки. В принципе, это очень нужная вещь тоже, так как и маленькие деточки есть, и попали семьи в такую беду, и они будут очень кстати. Как ни нам, жителям Ленского района, знать, что такое наводнение. В 2001 году после разрушительного паводка нам помогала вся республика. Благодаря этому ленчанам удалось справиться с бедой. Поэтому сегодня жители Ленска не остаются в стороне. Наталья Щебельская оказывает финансовую помощь жителям Верхоянска, переводя средства на расчетный счет. Еще раз обращаюсь ко всем жителям города Ленска. Пожалуйста, откликнитесь на чужую беду.
проходить мимо нам совершенно не позволяет совесть. Кто не может какими-то, извините меня, продуктами или вещами, то, пожалуйста, перечислите, выйдите на сайт Верхоянска и отправьте деньги, если можете. Сбор гуманитарной помощи продолжается до 31 июля. Пункт сбора работает в Центральном доме народного творчества. Желающие принять участие в акции могут еще присоединиться. Каждый из нас может сделать доброе дело и помочь жителям Верхоянского района, попавшим в беду. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. И к другим темам. В Академии наук Якутии новый руководитель. Нового исполняющего обязанности президента Академии наук Леонида Владимирова коллективу представил заместитель председателя правительства республики Сергей Местников. Леонид Николаевич ранее занимал должность директора Якутского НИИ сельского хозяйства. До этого много лет проработал ректором сельхозакадемии. В руководящих должностях много лет. Человек опытный, принципиальный, привык принимать ответственные решения, отметил Сергей Местников. Назначение его на должность президента Академии наук станет очередным этапом в развитии нашей науки. Задачи стоят перед республикой большие, значимые, и я уверен, что с Леонидом Николаевичем нам удастся реализовать многие масштабные задачи во благо социально-экономического развития республики. Впереди большие перспективы работы и сотрудничества с властью, как структура, инструмент власти – это наука. В Якутии разрабатывают новые подходы для реализации стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года и с целевым видением до 2050. Такое решение принято в связи с новыми экономическими вызовами. На стратегической сессии побывала моя коллега Светлана Амосова. Здесь нужны конкретные идеи, создание конкретных объектов, возможно, каких-то новых структур, каких-то новых, я не знаю, мер поддержки, которые вы точно можете сделать, создать. Участники очередной страт-сессии начинают разработку новых подходов для реализации стратегий. К работе привлечены федеральные модераторы. Мы предоставляем, собственно говоря, ту методологию единую, в которой сейчас, собственно говоря, работает наша страна. И эта история связана в первую очередь, в которой разрабатываются социально-экономические инициативы. То есть, что наша стратегия даст жителям, в первую очередь, те инициативы, которые мы делаем, что она даст бизнесу. Да, и вторая, и третья часть, соответственно, конечно, что она даст для развития региона в целом, соответственно, что она даст для государства. При этом все цели, которые поставил президент страны и глава региона, останутся без изменений. Как отмечают эксперты, обновят лишь механизмы их реализации. Так как сейчас перед страной появились другие вызовы, которые связаны с импортозамещением, которые связаны с развитием несырьевого экспорта, то мне кажется совершенно здорово, что Якутия одна из первых проводит такую стратегическую сессию, и надеемся, что это значительно повлияет на жизнь в республике. В мероприятии принимают участие свыше 100 представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, институтов развития, а также бизнес-сообщества. Всего определено 8 групп по блокам стратегии республики. Каждая группа берет либо стратегическую цель определенную, либо берет свое направление. И обсуждают с помощью методики, которая используется сейчас в правительстве Российской Федерации. Выбираются только те идеи, которые здесь сейчас реализуемы и значимы для достижения стратегических целей. Ну а дальше каждая из идей расписывается в некий краткий паспорт этой идеи. От каждой группы будет представлено по 3 новые инициативы. Все озвученные идеи распределяются по значимости и реализуемости. Я бы хотел, конечно, подключить субъекты МСП. У нас очень много предпринимателей, которые готовы и хотят стать инвесторами. Но, к сожалению, со стороны правительства такого предложения нет, но спрос есть. Соответственно, наша задача создать инвестиционную площадку, где любой предприниматель может выступить в роли инвестора по проекту, который предлагается в реализации в нашей республике. Сегодня все органы исполнительной власти проходят стратегическую сессию. Это обучающий практикум, чтобы когда мы в сентябре все будем обсуждать бюджет 2023 года и расходы, которые дальше идут, мы примерно думали в одном ракурсе. Организаторы ожидают новых прорывных идей, которые, возможно, повлияют не на одну стратегическую цель, а сразу на несколько. 23 июля перечень инициатив представят правительству и главе республики Айсену Николаеву. Светлана Амосова, Александр Жуков, Якутск.
В Якутии на фоне роста заболеваемости ковидом возобновил работу оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса. За последнюю неделю прирост заболевания COVID-19 в регионе составил 3,3%, в Якутске 8,4%. Показатели заболеваемости коронавирусом выше средних республиканского уровня зафиксированы, кроме Якутска, в Усть-Майском, Хангаласском, Таттинском, Верхневилюйском, Мирнинском, Абыйском и Аймяконском районах. У заболевших преобладает легкая форма течения заболевания, треть переносят в средней форме. В зоне риска продолжают оставаться люди старшего возраста. Сообщается, что в Якутии пока циркулирует штамм омикрон. Между тем, в стране уже выявлены заболевшие новой разновидностью штамма омикрон, получившего название кентавр. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом зампред правительства Якутии Ольга Балабкина дала поручение об усилении вакцинации и ревакцинации населения. Также усилят меры предосторожности в объектах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, а также в летних оздоровительных лагерях и на промышленных предприятиях. Пациенткам с тяжелым эндометриозом будут проводить операции в Якутске. В Национальном центре медицины в течение нескольких дней проходил мастер-класс для врачей. Его провел гость из Москвы, профессор, доктор медицинских наук Александр Попов. В рамках цикла 6 пациенткам с самыми тяжелыми формами эндометриоза провели операции. Попов отметил, что лапароскопия – это самый современный метод оперативного вмешательства при гинекологических болезнях. А в медцентре есть все необходимое оборудование для проведения таких операций. Оставляет шанс женщине иметь беременность, менее травматично, косметически хороший эффект. Но мы сейчас даже видим другое, что использование современных технологий передачи видеоизображения, очень качественного, работаем мы сегодня в HD формате, дает возможность максимально приблизить эту хирургию к микрохирургии. То есть когда мы использовали разные увеличительные приборы для микроманипуляции с органами малого таза. Вот сегодня лапароскопические операции как раз такого уровня, потому что здесь все необходимое оборудование для этого есть. В Якутском региональном отделении Российского Красного Креста проходит обучение по реагированию на чрезвычайные ситуации. В ходе обучения ребята усвоят программу по первой помощи вне зоны доступа звонка 103, первой психологической помощи, а также подготовки по реагированию на чрезвычайные ситуации. По окончанию тренинга добровольцы станут сертифицированными инструкторами, получат экипировку и будут готовы оказать свою помощь при разных чрезвычайных ситуациях на территории республики. 4 федеральных эксперта приехало из центрального аппарата Российского Красного Креста и также еще спасатель международного уровня. Практически все прошли успешно обучение, и потом в дальнейшем волонтеры будут оказывать помощь в различных чрезвычайных ситуациях, когда будут у нас возникать. Плюс еще добровольцы будут обучены именно как оказывать первую психологическую помощь, именно если столкнуться с такой ситуацией, и как оказывать первую помощь. Лето, пора на ремонтов и отпусков, и в сфере дошкольного образования этот период обычно становится весьма непростым. В настоящее время в Алданском районе детей принимают всего 4 детских сада. Впрочем, места были предоставлены всем остро нуждающимся семьям. Как решились организационные и кадровые вопросы, узнала Татьяна Вахнина. Подвижные игры и песочные забавы, строительство и перевозка грузов. Во время дневной прогулки воспитанникам детского сада «Светлячок» скучать не приходится. Сегодня садик посещают 100 детей. Наряду с постоянно действующими сейчас работает дежурная группа, которая принимает дошколят из других дошкольных учреждений. Детки хорошие и родители хорошие, все понимают, всегда есть какая-то взаимовыручка, взаимопомощь. Сегодня пришли 100 человек ребятишек, в дежурной группе у нас сегодня 33 человека, большое количество все-таки для наших маленьких групп. Ну ничего, у нас воспитатели работают слаженно. Летом большинство детских садов закрылись на ремонт. Их воспитанники распределились в другие дошкольные учреждения. Пока «Светлячок» – единственный садик в городе, который продолжает принимать детей. Между тем, в период ремонта и отпусков решения требуют как организационные моменты, так и кадровый вопрос. В настоящее время в «Светлячке» работают несколько педагогов из других садиков. А вот замена повара не потребовалась. Она отработала одна в 2 смены. Большое ей огромное спасибо. Это, конечно, нужда и выручка, когда есть такие специалисты. И у нас всего осталось 4 педагога наших,
на сегодняшний день работают, все по плану ушли в отпуска. Пригласили к нам работать 2 воспитателей и помощника воспитателей. В настоящее время, кроме Светлячка, в Алданском районе работают 3 садика в поселках Нижний Куранах и Верхний Куранах, а также в селе Якакит. Общий охват составляет 220 детей. Дежурные группы принимают 70 ребятишек. Места в дошкольных учреждениях в летний период были предоставлены всем остро нуждающимся. Татьяна Вахнина, Алдан. Концерт Полины Гагариной все-таки состоится. На днях аппаратура для концерта общим объемом около 200 кубометров отправится из Владивостока и Хабаровска. На днях концертное агентство «Тайтон» подписало договор с одной из самых крупных прокатных компаний Дальнего Востока. Ну а 21 августа в столице Якутии пройдет одно из самых ожидаемых мероприятий в культурной жизни всего региона. В Якутск с сольным концертом прилетает Полина Гагарина. Как утверждают организаторы, концертов такого масштаба в Якутске еще не было. Световое и звуковое сопровождение мероприятия подарит атмосферу настоящего праздника, а живое исполнение любимых песен сделает вечер незабываемым. А мы, команда организаторов, концертное агентство «Тайтон», на днях прибыли во Владивосток, чтобы воочию, во-первых, убедиться в том, что техника действительно качественная, она готовится к отправке. Мы хотели воочию убедиться в масштабах сцены, в наличии всей световой и звуковой аппаратуры, в наличии экрана. Да? Там очень много технических нюансов, поэтому важно было в этом разобраться нам самим, увидеть, удостовериться, ну и, конечно же, встретиться с нашими партнерами, которые всю эту мощность обеспечивают, с профессионалами, которые будут с этой аппаратурой вместе работать. Такой звуковой, световой и видеоаппаратуры в Якутске еще не было. Из Владивостока планируют поехать 4 больших грузовых автомобиля, загруженных аппаратурой, и еще 2 из Хабаровска. В общем счете это 600 дополнительных блоков аппаратуры к той, которая имеется в Якутске. На самом деле концерт, который пройдет 21 августа, собрано, наверное, все лучшее, что может быть на Дальнем Востоке. Оборудование едет с Владивостока, с Хабаровска. Плюс мы задействуем якутские прокатные компании, чтобы сделать некий такой перформанс. Ну, в моей практике это впервые, когда мы настолько глобально объединяемся, чтобы сделать этот концерт. Якутск максимально подготовится к шоу такого уровня. Живым звуком, огромной сценой, мощным экраном и светом. Напомним, что концерт Полины Гагариной пройдет 21 августа в Якутске на стадионе Туймада. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Профориентационная акция от Министерства внутренних дел прошла на Комсомольской площади в столице. Организаторы подготовили концертную программу с участием творческих коллективов полиции. Перед зрителями выступили кинологи, отряд спецназа и конная кавалерия. Действующие сотрудники полиции рассказали желающим поступить на службу органов внутренних дел о вакантных должностях, о порядке принятия на службу и о социальных гарантиях для сотрудников. Разные подразделения полиции продемонстрировали всем желающим, как проводятся дактилоскопия, шумозамер и другие следственные процедуры. Также в этот день все желающие смогли попасть внутрь служебной специализированной автотехники. Она направлена на комплектование наших подразделений молодыми сотрудниками, потому что сегодня, как и во всех субъектах Российской Федерации, мы испытываем дефицит кадров, но у нас в республике, если сравнивать с субъектами по Дальнему Востоку, то у нас некомплект самый низкий, он составляет 5,8%. И о спорте. Сборная Якутии – серебряный призер чемпионата МЧС России по волейболу. В Челябинске завершился чемпионат по волейболу среди команд федеральных округов в рамках финала спартакиады МЧС России. Основной костяк сборной Дальневосточного федерального округа был представлен волейболистами-спасателями из Якутска под руководством Петра Пестрякова. Якутяне заняли 2-е место из 7 команд, уступив лишь в финале в 5 партиях сборной Уральского федерального округа. Ну а ранее в полуфинале якутяне со счетом 2-0 выбили сильную сборную Сибирского федерального округа.
8 юных гимнасток будут представлять Якутию на грядущих 7-х международных спортивных играх «Дети Азии». Так, 6 спортсменок выступят в групповом упражнении и 2 в многоборье в индивидуальной программе. Сообщается, что перед соревнованиями спортсменки полгода тренировались на базе крупнейшего спортивного комплекса «Татьяна-Арена» в Ульяновске. Между тем, чтобы поднять дух участниц игр, Федерация художественной гимнастики республики провела встречу с их родителями, поскольку именно они оказывают самую большую поддержку юным спортсменам. Так, президент Федерации Людмила Николаева выслушала вопросы и пожелания родителей и поблагодарила их за проделанную работу по воспитанию спортивного поколения. Хочу пожелать нашим девочкам успешного выступления. Им будет непросто. Это достаточно сложные соревнования. Приедут сильнейшие команды сборной страны, других регионов и зарубежья. Но я знаю наших детей. Они маленькие еще, им по 13, по 14 лет, но они очень сильные духом люди. Я знаю, что они умеют собираться в ответственный момент и очень достойно, на высоком профессиональном уровне они покажут свое мастерство и с честью защитят нашу республику на этих соревнованиях. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели «Итоги дня». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.